Всем привет, дорогие друзья! Сегодня отличная погода для пробежки, а если ее совместить с классной, интересной и плодотворной беседой с интересным человеком, то это вообще... Что я и решила сегодня сделать. Сегодня мне в пробежке компанию составит молодой перспективный боец команды Dart Team Ермахан Орынтаев. Привет, Ермахан! Как у тебя дела? Отлично, у вас как? Тоже замечательно. Ну, давай, рассказывай, как у вас идет. Кстати, Ермахан у нас выступит 24 февраля на Найза 57. Как у тебя идет подготовка там? Ну, подготовка у нас проходит на высшем уровне. Думаю, 24 февраля мы устроим жару там. Замечательно. А какой у тебя распорядок дня в подготовке в целом? Ну, распорядок дня у нас проходит 2 раза тренировки в день. Это в 8 утра и в 4 вечера. А в остальном это чисто для восстановления. А как ты вообще попал в Dart Team? Сколько лет тебе там? Ну, мы попали туда через Dark Grant, который они, вот, если не ошибаюсь, 3 года назад объявили для бойцов всего Казахстана. И через каких-то отборов мы туда прошли и по сей день уже тренируемся там и являемся частью этой команды. Хорошо. Ну, давай потихоньку тогда начнем саму пробежку. Готов? Да, начали, погнали. Все, замечательно. Насчет Dart Team. Мне всегда вот было интересно, что вам такое говорят тренеры, что вы всегда такие мотивированные, готовые работать и уверенные в себе? Ну, это в основном и от себя зависит. Ну, и тренера это всегда поддерживают нас, знают, кому какие слова подобрать. Индивидуальный подход, так сказать. Да, каждому индивидуальный подход. Но и от себя что-то должно исходить тоже, понимаете? Если у человека нет желаний, то никакого результата не будет. Поэтому это для начала должно исходить от тебя. Что ты должен показать сначала, что ты этого действительно хочешь. И дальше уже тренера тебе подберут нужные слова. А вот то, что ты тренируешься в одном зале с Шавкатом Рахмоновым, да, Асолом Абаевым, тебе дает какую-то внутреннюю уверенность? Ну, это прям реально очень помогает. Когда выступаешь или где-то на соревнованиях, это по-любому тебя мотивирует, потому что ты, можем сказать, тренируешься одними из лучших бойцов Казахстана, мира. А там уже в клетке либо в октагоне другие бойцы. И уровень чувствуется, и ты уже выходишь более уверенным в себе, подготовленным. То есть ты гордишься этим? Конечно. А говорят ли они, ну, в частности, тебе, например, какие-то более точные такие советы, например, Ермахан, ты в этом силен, или наоборот, ты в этом слаб, тебе нужно здесь подтянуть, вот что? Были ли такие моменты? Да, это такие моменты каждый день будут. И каждый день помогают в этом, особенно Асулам Абаев, когда мы с ним работаем. Вот ты спаррингуешься, кстати, с ним? Спаррингуемся, отработки, все делаем вместе. В начальной стадии подготовки его, конечно. И после тренировки он всегда подходит, объясняет какие-то недочеты, где я что-то правильно сделал или где-то неправильно сделал. И объясняет все это постоянно. Ну, не только он, и Булат Заманбек, и другие бойцы помогают расти. А что тебе запомнилось больше всего такого, что в каких-то моментах, например, в каком-то бое, как-то в фильмах же бывает, там ученик вспомнил слова своего гуру, да, учителя, сенсея, то есть, и это сработало прям. Было такое? Блин. Ну, много моментов бывало, но прям таких эпичных, как в фильмах, пока что не припомню. Думаю, 24 февраля будет такое. Ну, вас уже настраивают. Конечно. А за кем ты вообще наблюдаешь из спортсменов? Ну, не обязательно в ММА. Ну, футбол я люблю в основном. И Роналду могу понаблюдать за ним. А именно в нашем спорте, да, это бойцы с нашего клуба и некоторые казахстанские бойцы в основном. Но это все именно бойцы? Да. Там из легкой атлетики? Не-не-не. А среди девушек, среди спортсменок казахстанских, может быть, ты Олимпийские игры смотришь? Девушек? Что-нибудь? Блин. Ну, Сора Рахмонова, наверное. Ну, если так примерно посмотреть с нашего вида спорта, какие есть девушки именитые. Аян, Сора. Ну, я не наблюдаю прям за ними, но наслышан их результатами в спорте. А вот так, чтобы за кем-то наблюдать, нет, таких девушек нет пока.
Мгм. А как ты сам пришел в ММА? Вообще, как приходит у человека желание, ну, не знаю, видимо, потому что я девушка, мне всегда это интересно, как у человека возникает желание кого-то пойти в ММА и отколошматить? Да. Ну, мы сюда изначально приходим не для того, чтобы кого-то избивать, да? Это в первую очередь утолить жажду внутри. Так. Это просто происходит от голода, от вот этой жажды, Вот чтобы утолить. Я извиняюсь, это что я тебя всё. перебиваю. Что это за голод? Вот сколько я с бойцами общаюсь, все они говорят о каком-то голоде. Ну, у каждого по-разному бывает. Допустим, у кого-то эго завышенное, и он хочет просто утолить это свое эго, чуть задушить. У кого-то волчий голод бывает. И у кого-то голод, допустим, скажем так, по-разному у кого-то бывает. А что в твоем случае? Что движет В тобой? моем случае это, скажем так, просто спортивный интерес, и мне нравится постоянно быть в тонусе. И, скажем так, это то, что я люблю делать, во-первых. И из-за этого я хочу постоянно вот тренироваться, выступать где-то, утолить вот эту жажду, скажем так, конкуренции. Всегда хочется быть первым. И конкуренция больше всего в спорте, ниже, чем в других местах. А какая у тебя цель? Цель? В основном у бойцов цель это попасть в UFC. Да. Но Сильнейший. это, скажем так, самая пиковая цель. А у меня, скажем так, сейчас первая цель на данный момент это 24 февраля выиграть своего оппонента и показать всем, на что я способен. Вот в твоем случае, насчет твоего оппонента, который будет 24 числа, ты его как-то анализируешь? Ну, честно говоря, нет, не знаю его, кто он, как он дерется, где он. Вот вообще не наслыхан о нем. А Но это не ребята говорили, что он с Атраутом, некоторые ребята с нашей команды раньше с ним тренировались. Вот это все, что я знаю о нем. А чем он именно занимается, не знаешь. Например, в твоем случае у тебя джиу-джитсу же, да? У меня нет, у меня с бокса я начинал. С бокса, потом вольная борьба. Нет, бокс, потом ММА. Бокс, Да. Ну, я же родился в небольшом городке, ага. а там, скажем так, выбор спорта не очень-то велик был. Нет, не ограничен, а не велик был. Просто там, скажем так, была штанга, бокс и борьба. Так как меня назвали в честь одного из лучших боксеров Казахстана, и мне тоже пришлось идти в бокс. Окей. И оттуда уже дальше все пошло-поехало. Ты, ну скажем так, будущая звезда. Да? Будущая звезда? Да. Как ты относишься к хейтерам? Какие у тебя взаимоотношения с твоими хейтерами? Пишут ли что-нибудь? Ну, в любом случае, мне кажется, пишут. Пока нет. Ну, я веду, наверное, себя очень скромно, наверное. Да, Хумбата Достар, дорогие друзья. Дальше. Ой, Ермахан, я здесь. Нету еще хейтеров. Будьте первыми. Ну, думаю, если 24-го я выиграю своего соперника, появится чуть-чуть чуток. Хорошо. Что касается теперь самого интересного. Личная жизнь. Что хотите спросить? Насчет этого. Девушки? Нет, пока нет. Девушки нету. А если бы была, как бы ты совмещала со своими тренировками? Ну, скажем так, вот именно из-за тренировок ее пока нет. Ну, наверняка нету тебе в Инстаграме пишут. Давайте секрет будет. Какая Пишут, наверное. герой? Пишут и пишут, но мне пока надо тренироваться, так что извините, Приоритете девушки, другое. чуть-чуть попозже. Окей. А какой, ну, давай, раз ты не говоришь, пишут тебе или нет, но все равно, какое самое странное сообщение, которое ты получал? Странное? Дайрект, да, у себя там. Блин. Ну, в целом в социальных сетях. Блин, прям странное такое. Не знаю. Наверное, друзья какие-то глупости присылали ко мне. Стандартно. А Да. вот чтобы, ну, ты, видишь, ты говоришь, хейтеров у тебя нету. Ну, пока нет. Скучновато у тебя Инстаграм, Ермахан. Не скучновато, а правильный Инстаграм. Ну, хорошо. Стараюсь вести правильно, чтобы никого не обидеть, никого не задеть. Всеми на равных общаться. Так, ну, Думаю, поэтому и нету их. мои часы показывают, что наша тренировочка подходит к концу. Как тебе бег? Ну, бегите тяжело, наверное, бегать, потому что здесь мы совмещаем две работы сразу. Это давать интервью, думать и бегать. А у нас в основном в тренировках надо просто дойти до цели. Там намного легче, я думаю.
Спасибо тебе большое за беседу. Было очень интересно. Да, я надеюсь, у тебя будут интересные комментарии под видео. Оставляйте разные комментарии, какие хотите. Почитаем вместе. И, ну, конечно, без шуток, мы желаем тебе успехов и успешно выступить на Найза 57. Спасибо. А ну мы и хочу сказать следующему гостю: подготовьтесь, это нелегко. Говорить и бегать — это очень тяжело.